знаете, как зовут самую красивую девушку Кыргызстана? Накануне это стало известно. Мы уже знаем, кто это, а вы наберитесь терпения, сейчас все расскажем. Красавица Кыргызстана – национальный конкурс красоты, обладающий эксклюзивными и лицензионными правами на представление участниц от республики на Beauty of the World. Организатором конкурса является Всемирный конгресс красоты. Несомненно, в Кыргызстане очень много красивых девушек, но я считаю, что каждый конкурс красоты он должен проходить соответственно, потому что это республиканский формат, должны быть соблюдены все правила, все выходы. Первое, второе, я считаю, что призы должны быть достойными. То есть не должно быть такого, что если девушка летит представлять нашу страну, она будет с протянутой рукой куда-то ходить, да, просить деньги. Я считаю, что должны все проделать организаторы, потому что мы на все наши конкурсы финансируем сами. Полет, то есть перелет, проживание, питание, вплоть до костюмов мы упаковываем, организация наша. А в других конкурсах красоты, к сожалению, этого нет. Я считаю, что каждый профессионал своего дела, кто считает себя организатором, он должен закладывать это в бюджет своего мероприятия, и чтобы не возникало таких действительно, ну извините меня, откуда девушка может найти 17-20 тысяч долларов, когда ей 19-20 лет, это нереально. 4 дефиле, знакомства, выход в коктейльных платьях, национальных нарядах и вечерних туалетах. Двадцать 6 претенденток на корону, каждая считает себя достойной, но волнение, конечно же, присутствует у каждой. Может быть, это и как-то банально, но для реализации самой себя, да, просто создать имя, стать какой-то супермоделью и далее продвигаться. Также я бы хотела стать политиком, поэтому, может быть, я буду ярким политиком. Вот. Для этого девушка должна быть презентабельна, у нее должны быть все качества, достойны стать королевой и красавицей Кыргызстана 2016. И что я считаю относительно себя, да. Я уверена в том, что во мне как вложены и есть эти качества, которые должны быть достойны красавицы. Don't need permission, made my decision to test my limits. Cause it's my business, God as my witness, stop what I finished. Don't need no holder, taking control of this kind of moment. I'm locked and loaded, completely focused, my mind is open. All that you got's gonna skin on my neck, don't you stop, boy. Something about you makes me feel like a dangerous woman. Something about you makes me wanna do things that I shouldn't. Something about nothing to prove. Модельное это мое, я самая высокая, я самая младшая в этой команде. За этот месяц мы очень сдружились с этими девочками, со всеми. Мы стали как большая семья. Даже сейчас у нас нет такого, что мы конкурентки. Мы здесь все одна семья, все подружки. Нету такого, что мы друг друга ненавидим. Родители меня полностью поддерживают. Даже сейчас, хотя я тут, мама все равно меня по телефону поддерживает. Она говорит, она меня любит, я ее тоже очень сильно люблю. Я благодарю ее, что она позволяет мне, что она родила меня такую высокую. Это тоже ее заслуга. Я очень счастлива, что я тут. Мое национальное платье шила моя мама. Каждая ниточка – это все ее работа. Я очень благодарна ей за такую работу, за такое платье.
я ее люблю. Okay, girls, let's show 'em how it's done. It ain't over till we say, and we've only just begun. Let me hear you say, yeah! Несколько недель упорнейших тренировок, уроков и занятий, бессонных ночей. И все для того, чтобы получить заветную корону. Для этого нужно покорить жюри. Но сделать это для девочек не так уж просто. У них всего лишь несколько выходов, в которых они могут показать свой талант, потенциал и все свои возможности. Жюри должно выбрать самую красивую, и выбор их в итоге пал на Нурпери Акылову. Корона с рубинами теперь на целый год будет принадлежать юной красавице. Татьяна Джамалова, Михаил Петров. Специально для ТВ1 KG.